Эти гильзы у Олега. Люблю стрелять. Лан лает. С лягушками играет. Короче, распилил дрова. Сейчас ошкуриваю эти дровишки, поленницы, полена. Я уберу в кладовку. Эти дрова чисто для меня. Для попутчика у меня заготовлены на дня 3-4 даже. И если с пилой, вот отсюда могут спилить, или же сухостоя до хрена стоит. А это я уберу под замок, чтобы знать, что я когда приеду, у меня будут сухие дрова в наличии. Потому что бывает и вообще дров не оставляют. Ну, я не раз уже об этом говорил. Ошкуриваю, чтобы эта кора хорошо отходит. И ошкуриваю, потому что короеды потом грызут эти дрова, и опилок много. Сейчас ветер перестал дуть, и на улице стало душно. На улице душно, и комарье уже выходит. Но на небе все проясняется. Вроде как погода налаживается, ребят. Если погода наладится, будет вообще здорово. Ну, сейчас я это все уберу. И уже граблями буду эту кору все куда-нибудь вон туда
вниз раскидаю, эта древесина сам сгниет. Это лесной материал, в принципе. Это не пластик какой-нибудь или еще. Все, тогда дальше работаем. Сейчас я еще покажу, чтобы мне говорили, что я прячу дрова или что. Дрова в моей избушке, любой охотник, рыбак придет. Дрова всегда для охотника у меня в наличии есть. Пусть имеют совесть, если потратят, заготовят взамен. Вот сейчас приезжали весной рыбаки-охотники. Вершинка ставили и тут несколько полена там тоже. Это огромный большой я тоже там оставлю. Можно распилить тут, здесь вот дрова. Вот тут еще. Это уже, наверное, позапрошлом году я заготавливал. Смолистая вон. Ну, неохотно я им пользуюсь, потому что она со смолой. А у меня печка вообще гибель. До отъезда бы еще вот здесь распилить эти доски. Сейчас, наверное, этим тоже займусь. Снизу спилю, потому что вон влагу набирает доска. Вообще надо, если будете строить избушку, как-то организуйте, сделайте так, чтобы вообще до земли какой-то зазор был. Избу ясен хрен там как-нибудь доутеплить. Все, нижние венцы закроешь, а вот предбанники надо как-то, чтобы зазор был, чтобы до земли не доходило. А я делал по старинке все, да, и спешки. Времени у меня было для стройки, времени у меня было минимум. Как-то не хватало все время времени. Приезжал весной на 10 дней, чтобы успеть избушку построить, или же другой год я так один год избушку построил, второй год баню построил, третий год этот, как сказать, амбар, четвертый вот этот. Все годами у меня шло, вот не разом я все это делал. И он бездельник идет. Игрался там с лягушками. И вот так вот постепенно все строился. И строится одно, а потом это хозяйство надо поддерживать. Если ты построился и все не будешь там ремонтировать, все у тебя мигом сейчас начнет гнить, и не успеешь оглянуться, все сгнило, там провалилось. И все это надо поддерживать. Так что это как и в этом шоу-бизнесе. Филипп Киркоров правильно он сказал. Ну, он типа король там шоу-бизнеса, но и не самое главное быть звездой или что он там говорил. Самое главное эту звезду удержать. Так что также вот это как бы избушка, это моя звезда, и удержать в хозяйстве там, чтобы не сгнило, там не провалилось где-то. Вот у меня вот сейчас опять же этот угол начинает проваливаться. Тысячный раз, наверное, уже. Тысячный раз, наверное, уже я говорю. Ладно, одна шкала у меня у этого аккумулятора осталась. Сейчас я дальше буду работать, а снимать на эту камеру уже у меня не получится. Хотя еще карта памяти у меня еще вполне достаточно для съемки, но аккумулятор у меня разрядилась. И пауэрбанка у меня, чтобы заряжать, тоже нету. Ну, разрядилось, все разряжается. Не рассчитал я с пауэрбанком. Много болтаю, видимо. И все разряжается. Ну да ладно. Есть подписчики, которые просят меня снимать все подряд. И я стараюсь. Как бы снимать вон костер. Посидим у костра. Как бы снимаю все подряд. Стараюсь показывать, но вообще будет, конечно, все стопроцентно снимать, если там и никакая карта памяти
что у меня в наличии есть, не хватит. И все, конечно, в интернет, всю свою жизнь я выкладывать не стану. И рассказывать также. Что мне хочется показать, рассказать, я рассказываю и показываю. А что должно быть в тайне, это в тайне и останется. Ну, вот такой у меня мангал уже сколько лет пользуюсь. Это с лесопунктовской вырубки я приволок. Это водогрейка была. Наполовину я обрезал, вот видите, вот такой высоты был. И это видео давнейшее было уже, ну не помню как называется этот фильм. Я приволок. Болгарка, у меня болгарка, станция здесь тоже привозил, и я обрезал. Я знал, что это буду делать, и я болгарку сюда привозил. И обрезал, и сколько лет уже пользуюсь. Даже, между прочим, один подписчик выслал мне фотографию, как бы взял мой пример, он увидел на моих видео вот такой мангал. Ну, это для безопасности, для комфорта, как бы тепло в куче, она и ветром не разносит, и быстрее все закипает, можно и жарить, там, когда угли будут. Вот сейчас жар хороший, надымит еще пока, конечно. И этот подписчик мне отправил фотографию, он сделал также мангал из бочки. Там это 5 минут работы, там 4 ноги, бочку 200-литровую обрезать. Сейчас, конечно, бочки тонкие, это, почти 2,5 миллиметра. Он толстый, тяжелый, долго прослужит. А сейчас бочки как консервная банка. Вот. Так что смотрите, делайте как я, пользуйтесь. Очень хороший мангал. И на первой избе также тоже сделал. Вот. Ладно, сейчас дальше работать, и зайду я попью чаек. Что-то в горле пересохло. Чтобы не остыло, я тут чай не держу. Все гниет, нижняя венцы. Тут оказывается тоже смолистое дерево, полено. Тут пенек. Ну, примерно так. Сейчас, в принципе, трогать бесполезно что-либо. Почва вообще мягкая. Если ремонтом тут заниматься, конечно, на летом. Потому что сейчас сыро. А летом все подсохнет. Как-то уплотнится земля. Ну, примерно так. Хотя бы болотень земля. Такая шляпа, Домкрат не поднимет сейчас избу.
Или же приехать, наоборот, когда все мерзлое еще, когда земля мерзлая. Еще такой вариант. Хреновое дело. Одним словом. Так, ладно, сейчас уберу я это все. О. Потерял я зимой эти дрова. Не знаю, свалится, нет, очередной раз. Оставим пока так. Солнце выглядывает. О, голубое небо. Вообще класс. Здорово. Погода налаживается. Сейчас поедем. Через пару дней придется нам огород спахать, картошку посадить. Вот этими работами будем заняты. Ну, время отнимает все равно, блин, сколько уже. Здесь я сложил, как все было. Только тут осталось. Кормлю собаку. Там остатки супа, кости, хлеб. Вкусно. Да и нам пора позавтракать тоже. На завтрак, ребят, у меня будет, я доем рыбу и заварю бич-пакет. Лень готовить, честное слово. Там у меня еще тушенка, полбанки есть. Можно в прикуску там с хлебом, с чаем попить. Но варить я уже сейчас не буду ничего. И салат еще. Салат надо обязательно доесть. Вот. Так я крошу яйцо. Вот еще желток тут. И добавляю обычный ролтон. Конечно, это не так супер-пупер полезно, но зато быстро и вкусно. Да и ролтон уже не первый год я употребляю. Вроде ничего так. Не чувствую, что какое-то... Ну, в общем, дело ваше. Есть это бурду или нет. Растительное масло, конечно, пожалели. Так, ну и заливаю горячей водой. Все, блюдо готово. Быстрое блюдо. Сейчас позавтракаю
И уже уберу все вещи. Потихоньку будем плыть. Моторка, конечно, чуть-чуть, скажу вам, с моторкой что-то все-таки неладное происходит. Не знаю почему, но через 2 фильтра какой-то мусор проходит. Или топливо такое говно. Между прочим, у нас владелец Судзуки, там не один владелец Судзуки уже жаловались, что, как сказать, на этот фильтра накапливается как белая налет, как вата потом получается, и забивает там фильтра, и в карбюратор также попадает. Это топливо, видимо, все происходит. Лукойловское топливо я заправляю тоже. Да и все у нас Лукойлом заправляют. Сторожевская Лукойловская заправка. В городе тоже там 3 фирмы там заправляют Лукойл. Компания 2000 и еще какая-то синяя заправка. Я туда ни разу не заезжал. Да и компания 2000 не заезжал. Лукойл я заправлял. Но, видать, там топливо не очень. Ну и не знаю, посмотрим. Если причина в карбюраторе, это ерунда. Вот я, потеряю там полчаса. Вчера, конечно, я ехал, дождь был и не стал разбирать. Потом, вот когда я перепрыгивал этот затор, у меня моторка так резко поднималась, там, загорал. И после этого удара у меня в моторе все нормализовалось. Видимо, мусор куда-то отлетел, ушел, где-то затаился и нормально стал работать. А сегодня у меня бензопила, такая же картина. Что-то обороты у меня вообще убавились. Или цепь что-то хочет, может, звездочка заклинить. Как будто вот обороты не набирает. Бывает там, туговатый цепь ходит, туговато. Возможно, что звездочка там виновата. Может, уже износ рано или поздно заклинит. Но не хотелось бы, чтобы в пути это происходило. Там, может, сегодня еще придется нам пилить. Вот. Ну и все. Я завтракаю, пью чай. И дальше по пути буду снимать, что будет.